Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров на заседании антинаркотической комиссии призвал расширить комплекс профилактических мер по борьбе с наркоманией. Как сообщил главный нарколог Минздрава Джамбулат Ваделов, по сравнению с прошлым годом количество состоящих на учете наркопотребителей увеличилось на 81 человек. За 2 месяца текущего года на наркологический учет поставлено 25 человек. Он также добавил, что большинство поставленных на наркологический учет в 2019 году – это молодые люди до 35 лет. Руководитель субъекта отметил, что в республике необходимо усилить меры по противодействию наркотической угрозе. Особое внимание необходимо уделить профилактической работе. По его мнению, грамотно выстроенная профилактическая работа способна изменить мировоззрение молодежи. Он отметил необходимость выработать общую стратегию борьбы с наркоманией, демонстрировать наглядные примеры того, во что наркотики превращают здоровых, красивых и физически сильных людей. Кроме того, по его мнению, со стороны муниципальных властей должен быть системный подход для своевременного выявления наркотических средств на подконтрольных территориях. Здесь надо очень активно прорабатывать вопросы, смотреть, где мы можем, каким вопросам можем содействовать нашей молодежи, нашим жителям, чтобы они были, по крайней мере, предупреждены. Поэтому здесь, мне кажется, больше нужна профилактика, больше информационного сопровождения, в том числе не только мы привыкли на телевидении, а более огромный процент людей сидят в соцсетях. Поэтому мне кажется, такие ролики, информационное сопровождение именно в соцсети выкладывать. На это обращаю внимание. И, конечно, Василий Иванович, по депутатскому корпусу, надо вам почаще уже тоже выезжать, там, и в школах, и в других местах, максимально в вузах, СУЗах работать. И, конечно, постановки определенно надо делать в Министерстве культуры, к чему приводит наркозависимость. Убийства, кражи, разводы, присаживайтесь. Это куча всего, когда человек выходит до этого состояния. Конечно, Совет Безопасности вместе с госнаркоконтролем, со всеми там по линии МВД, по всем направлениям, надо еще раз запустить схему, повторяю еще раз, схему запустить, показывать, что такое лирика, что такое спайс, вот эти вещи, к какому времени или через сколько его потребления там человек становится зависимым, и потом объясните людям, разъясните, что такое зависимость. Это практически неизлечимая тема. Это вечная проблема семьи. И мы же там делали в школах и вузах, СУЗах, проверить, во-первых, это, как мы там делали мероприятие, как называли интернет-дружины, кажется, мы там ее называли, да? Такую акцию, и там вывешивали плакаты, показывали, как родителям уберечь детей от интернета, от того, чтобы они не погрязли в этой там сетях интернетовских, там, негативных. То же самое здесь надо делать какие-то такие плакаты вместе с госнаркоконтролем МВД, разработать эти плакаты в рамках наших программ. Деньги выделите, и вот эти программы, там, такие плакаты, чтобы в школах, везде это развесить, в классах развесить. В классах, как я уже говорил, в тех классах, где мы видим возраст критический. Пусть это будет 13 лет, 14 лет, вот этих классов. Везде это все развесить, везде это все показать, и чтобы это было пошагово расписано, к чему что приводит. Понятно? Изучите, к чему что может привести и к какому показателю. На это обращаю внимание. Все-таки мы не систематизировали работу с теми так называемыми народными дружинниками или добровольцами, которые сами вышли на тропу войны. Еще раз изучите, посмотрите, Совет Безопасности, МВД, на местах начальника ГОВОДа, РОВОДа, Общественным советом муниципальных образований. Нельзя, чтобы было так, что, пытаясь предотвратить одно преступление, совершали другое преступление.